До XVII века племя джунгар из айратских монголов постепенно усиливалось. В 1680 году предводитель джунгаров Галдан вторгся в Уйгурско-Яркентское ханство. К тому времени Уйгурское ханство было ослаблено конфликтом между двумя исламскими религиозно-политическими группировками – белогорца, Актаглык, к ним принадлежал Аппак Ходжа, и черногорца, Каратаглык. Их главой был Ходжа Юсуф. Аппак Ходжа, проиграв в борьбе за власть, бежал к Галдану и попросил военного вмешательства. Так, Галдан получил повод для вторжения и предателя изнутри. Независимости уйгурскому ханству пришел конец. Не в первый раз исламская война разрушала уйгурские государства. В Национальной библиотеке Китая хранится около 3 миллионов ценных древнекитайских книг. Среди них сохранились документы того времени. Галдан сделал Яркентское ханство своим вассалом и благодаря уйгурам создал сильное джунгарское ханство, после чего начал войну с маньчжурской династией Цин, правившей Китаем. В итоге война по подавлению джунгарского ханства продолжалась при 3 цинских императорах – Канци, Юньшени и Цинлуне, в общей сложности более 70 лет. В результате Цинская империя уничтожила джунгар и окончательно присоединила уйгурские земли, назвав их Синьцзян – «Новая земля, новая граница». Так исламские ходжа привели к потере независимости уйгуров. Карта внутренних земель Цинлуна была составлена в 1761 году на 26-м году правления императора Цинлуна. Это была первая в мире государственная карта Китая, использовавшая передовую западную технологию меридианных и параллельных измерений с обозначением линий долготы и широты. После захвата уйгурских земель и назвав их Синьцзян, были завершены полевые съемки для будущей карты. Это позволило дополнить карту Китая, указав, что отныне Синьцзян является неотъемлемой территорией Китая. В 1765 году император Цинлун издал указ, поручив итальянскому придворному художнику Джузеппе Кастильоне написать 16 картин «Завоевание долины Ила», изображающих покорение уйгурских земель. Цинлун нашел лучших в Париже мастеров по гравировке на меди, чтобы выгравировать медные пластины в качестве особого памятного знака. Мрачная атмосфера надвигающейся бури переносит зрителя прямо на поле битвы. Торжество победоносного покорения передает непоколебимую веру императора в завоевание уйгурских земель. 16 живых сцен полноценно изображают, как Цинская империя подавила восстание и уничтожила джунгарские племена, а затем покорила исламских хаджей, которые своими религиозными распрями привели к потере независимости уйгурских государств. Стела с надписью, собственноручно составленной императором Цинлуном, до сих пор стоит на бывшем поле битвы при Гувенарен. На этой стеле восхваляются воины Цинской империи, участвовавшие в битве, и напоминается миру, что Синьцзян теперь навсегда останется землей Китая. На северо-западной границе Китая император Цинлун учредил особую должность главнокомандующего Илийским и другими округами как высшего военного и административного руководителя Синьцзяна. За всю историю династии Цин более 40 сановников занимали пост илийского генерала, отвечая за военные и административные дела в Синьцзяне. Это пребывание илийского генерала лично названо императором Цинлуном – Хэюань, что означает «милость императора достигает дальних земель». Как после предательства исламского проповедника Аппак Ходжа не вспомнит завещание Кул-Цегин Кагана, тюркский народ погибает не от меча врага, а тогда, когда отворачивается от Тенгри, вместе с ним он теряет и землю, и государство.